Добрый вечер. Вестник в эфире. Сегодня разговор пойдет о проблемах трудоустройства в нашем городе. В беседе принимает участие замдиректора Центра труда и занятости Масина Елена Алексеевна. Елена Алексеевна, как быть тем, кто решил сегодня трудоустроиться? Сколько у них проблем? Для тех, кто желает немедленно трудоустроиться, проблем абсолютно никаких. Кроме того, что мы в состоянии предложить на каждого обратившегося до 20 и более вакансий. Если это касается мужчин, даже больше, если женщина, немножко меньше. Но сейчас такой период весенний, отток идет, население обычно уезжают для оздоровления своих детей, и поэтому вакансий для женщин хороших можно найти сейчас побольше. То же самое и для молодежи. А вот уже когда осенью начнут все возвращаться из отпусков, вакансии будут, но уже не такие престижные, не такие, допустим, высокооплачиваемые, но будут. В городе идут разговоры о том, что нам грозит массовая безработица. Хочу сразу заверить всех, что нам это не грозит. В прошлом году, в марте месяце, я выступала с этим вопросом, и в настоящее время повторяю, нам это не грозит. Наоборот, у нас постоянно нехватка трудовых ресурсов. Не только рабочих кадров, но и инженерно-технических работников, в общем, по разным отраслям. И мы считаем, что не работать у нас в городе может только тот, кто не желает работать. Вот на сегодняшний день, если так сказать, в городе зарегистрировано всего 2 человека безработных. И то, это одна женщина из Шульмана, по состоянию здоровья ей нужны там особые условия труда. Мы не можем подобрать ей работу. Вот она у нас безработная, и мужчина преклонного возраста, у которого не хватает буквально 1,5-2 месяца до назначения пенсии досрочной по возрасту, и он у нас уйдет на пенсию. Больше безработных у нас нет. Мы, конечно, не рисуем себе иллюзий, что безработных у нас не будет. Будут у нас безработные, мы к этому готовы, к осени особенно. У нас сейчас высвобождение идет Южьякут-Граждан проект, и там, естественно, выйдут женщины, инженерно-технические работники, которым мы не сможем по специальности представить работные. Вот там какое-то иное количество у нас будет безработных. Но массовой безработицы в городе, я еще раз повторяю, не будет. Потому что, если вы читаете «Индустрию Севера» объявления, там каждый вторник идет рубрика «Центр труда и занятости приглашает на работу». И это объявление занимает постоянно обширную полосу. Это говорит о том, что люди все-таки на наших предприятиях нужны и нужны постоянно. Я вам должна сказать, что и посещаемость вот у нас в день в Центр трудоустройства посещает, в зависимости тоже от сезона. Вот весенне-летний сезон начала до 50 человек в день, в осенне-зимний сезон до 150 человек в день. Такое количество приходит, интересуется. И в последнее время увеличится количество посетителей, которые просят работу по совмещению. Вот работает человек на какой-то должности, и ему нужна еще подработка. Вот это количество увеличилось у нас посещений сейчас. Подработка, в весенний-летний период, конечно, идет к нам так же, как и в комиссию по делам несовершеннолетних молодежь на время летнего периода. Когда обращаются на работу, значит, не говорят о том, что мне нужна любимая работа, мне нужна работа по душе, а сразу говорят, побольше заработная плата. Вот побольше зарплата. Вот это основной и, в общем-то, полностью критерий. Даже сталкиваемся с тем, приходят дети на лето, и то подыскивают работу такую, может быть, даже согласны на непосильную работу, лишь бы только побольше заработать. Вы понимаете, как-то иногда даже себя чувствуешь неловко. А что нравится тебе, чтобы... молодому человеку, если спрашиваешь, что бы тебе такое понравилось по душе, да ничего, не важно, лишь бы только побольше денег. А зачем? Чтобы я мог себе все купить, что я хочу. А уже когда в средний возраст так приходят люди, обычно молодые люди, мужчины, они говорят, я должен содержать семью. Женщина о том, что, естественно, трудно жить и побольше заработную плату. И условия труда не интересуют ничего, понимаете, неважно, какие условия труда. Условия труда только ставит женщина, если она по уходу за ребенком сидит, или мама одиночка, ей некуда деть ребенка. Она только тогда может советоваться и говорит о том, что мне бы, пожалуйста, такую работу, чтобы я могла работать и ребенок был пристроен. Но тут мы, в общем-то, решаем проблемы эти. У нас обычно детские сады берут женщин помощниками воспитателей и берут их детей туда.
Вот это выход из положения. Для таких женщин мы потом еще находим такую работу, вот бывает часто техничками на неполный рабочий день, или там 2 часа отработала, пришла и сделала свои дела, она имеет возможность и быть со своим ребенком. Ведомственную охрану сторожей у нас берут женщины. Вот это, естественная проблема. И вот год тому назад и 2 года тому назад стала проблема о том и разговор по городу, что у нас безработица массовая, и особенно женщины. Но для того, чтобы это как-то проанализировать, мы сделали несколько лет подряд экспресс-опрос. Вот у нас есть вот это талоны, где получают. И там, конечно, масса собирается те, которые получают талоны по трудовым книжкам. Если не работает на предприятии, он, естественно, талон не получает, он получает талон там. Ну и мы, когда проанализировали это дело, то у нас получилось, что из той массы, которая где-то более 5000, с которых мы проработали, всего 144 человека, это такие, вот, которым нужна работа. И, значит, из них в пределах 50 человек в особых условиях, это женщины четко только по своей специальности желали работать. И где-то в пределах 60 у нас молоденькие девочки, которые в 15-16 лет вышли замуж, родили ребенка, не имеют ни профессии, ничего, не имеют мужа, не имеют средств к существованию. Вот такая была дилемма. Ну, порешали тоже с ними проблемы. Вот, и больше, на следующий год у нас такое уже сократилось. Ну, что еще у нас? Какая вами работа проводится при ликвидации предприятия? Вот это очень тяжелый такой сложный вопрос. При ликвидации предприятия, вот, которая у нас началась уже 3,5 года тому назад, при сокращении на предприятиях, высвобождении, естественно, вот этот очень серьезный вопрос, который психологически так влияет на людей. Вот каждый человек считает, что его просто выбрасывает, вышвыривает. Понимаете? Я, мол, проработал 10 лет, а теперь меня выбрасывает. Неправильно это. Неправильно. Надо немножко себя психологически перестраивать, потому что сейчас действительно общество поставлено в такие рамки, и предприятия в том числе, что нужно как-то сохранить это предприятие, поэтому идет высвобождение. И вот для того, чтобы как-то уменьшить вот психологически этот стресс, мы выезжаем прямо на место, присутствуем, когда идет предупреждение о высвобождении, и сразу предлагаем вакансии. Вот и говорим, допустим, вы не волнуйтесь, сегодня вас предупредили, на протяжении 2 месяцев, каждую неделю, каждая кадровая служба будет от нас получать вакансии, вам предлагать. Выбирайте, подойдет? Берите, не подойдет, значит, будем подбирать еще. То есть вы не брошены, о вас кто-то думает, о вас кто-то заботится. И я вам должна сказать, вот уже сейчас, когда истекают такие сроки, потом приходят, люди говорят, а ведь действительно вы нас предупреждали, напрасно мы волновались. Вот есть случаи, которые даже лучшую работу подыскали, более денежную, более удобную для женщин вот в городе там и все. Но это, конечно, проблемы, которые еще будет. Я только должна сказать, что вот кого предупреждают о высвобождении, ни в коем случае не надо так сильно переживать. Не нужно переживать. В городе работа есть. И можно обязательно найти себе, тем более в Центре труда и занятости есть возможности предложить, кроме работы, еще переобучение с обязательным трудоустройством за счет Центра труда и занятости. И в панику, в общем-то, если вы только вас сократят, бросаться не стоит. Хорошее напутствие. Да. Принцип вашей работы? Принцип прежде всего, мы, в общем-то, хотим быть, конечно, со знаком качества, чтобы выполнять, так считаем, моральные функции своей службы, чтобы человек пришел и именно получил то, на что он надеется. Он понадеялся на добрые отношения, участливые отношения, в общем, чтобы мы посоветовали как следует. Мы это стараемся делать обязательно, потому что, чтобы нам потом не стыдно было идти по улице, и чтобы человек нам плохое вслед ничего не сказал. Приятно, когда идешь, и с тобой здоровается незнакомый человек. И говорит, ой, здравствуйте, с нашими вот специалистами частенько, здравствуйте, спасибо вам, а мы даже не знаем за что. Дай Бог, будем так стараться и дальше работать. Ваши координаты, немножко о себе. Значит, мы располагаемся в приспособленном помещении 60 лет в ЛКСМ. Это малосемейное общежитие, номер 4, в здании Дегострах. Работаем с 9 до 6, сейчас до 2 перерыв. И немножко о себе. Центр труда и занятости как таковой стал существовать сам по себе недавно, это переименование прошло. А вообще бюро по трудоустройству у нас учреждено в городе с 1985 года и июля месяца. И подбирали мы, конечно, специалистов, именно таких, которые бы могли работать с полной отдачей с людьми, чтобы был уважительный, в общем-то, сочувствовал человеку, вник обязательно в каждую просьбу и обязательно посоветовал, порекомендовал то, что нужно.
Я на сегодняшний день я считаю, что наши специалисты, вот Нахрынова Любовь Афанасьевна, Кравченко Валентина Максимовна, Тамара Петровна Костко очень хорошо справляются с этим, со своими вот обязанностями, потому что они работают буквально с первого дня нашего центра, бюро вернее. А центр по трудоустройству мы с прошлого года. И 2 года тому назад к нам директором центра пришел Максимов Михаил Иванович, молодой, перспективный и такой вот как-то во все вникает, быстро все схватывает. Но он пришел к нам тоже подготовлен. Он пришел с Министерства труда, и он уже знает специфику нашей работы. И поэтому вот у нас на сегодняшний день вот получается какая-то такая вот комфортная обстановка сама в самом нашем трудовом коллективе. А это, должна вам сказать, тоже сказывается и на нашей отдаче, на нашей работе, и на посетителях тоже. Такое положение с безработными только в нашем городе или это для всех характерно вот такое состояние? Нет, я вам должна сказать, вот у нас рядом Алдан, там у них в пределах, по-моему, 50 с чем-то человек безработных. Ну, я не буду, конечно, хаять своих коллег, но я должна сказать, для того, чтобы не было безработных, нам нужно лучше работать. Мы должны работать так, чтобы у нас всегда постоянно были вакансии. Я должна вам сказать, что у нас хорошо налажены контакты со всеми кадровыми службами предприятий. Вот прямо такая вот, понимаете, деловая, такие деловые взаимоотношения. И кадровые службы предприятий тоже чувствуют от нас помощь. Мы им помогаем, они нам помогают. Вот, допустим, мы их комплектуем рабочей силой. А вот если какой-то юридический новый вопрос где-то возник, что-то мы не всегда получаем по своей линии, вот эти установочные материалы, там установки, они быстрее идут по ведомствам, то мы, вот, допустим, если срочно нам что-то нужно узнать, какое-то новое что-то положение, где-то мелькнуло в газете, мы прочитали, мы со спокойной совестью обращаемся в кадровую службу комбината «Якутуглестрой», где мы там можем всегда у Киселевой Валентины Ивановны получить консультацию, Кузнецовой Тамары Васильевны, вот, АТА Валентины Марковны Титовой, и вот у нас прямо рядом кадровая служба опытная, очень тепловодоканала Раиса Александровна. Вот. И мы, в общем-то, проблем не имеем. То есть мы работаем в таком контакте, что если какой-то вопрос у нас возник, то мы решаем между собой, не обращаясь в юридическую службу города. Кстати, я должна сказать, что вот именно у нас очень так, недостаточно все-таки юридическая служба города всегда владеет вот трудовыми вопросами. Слабо. Понимаете, слабо. Вот надо бы как-то вникать им посерьезнее вот в эти дела. Вот уже когда, если только вопрос касается суда, вот только там разберутся. А вот хорошо бы было, чтобы у нас как-то была выделена именно вот юридическая служба города именно по трудовым вопросам. Это ваше пожелание? Это наше пожелание, да. Елена Алексеевна, ну что ж, спасибо. Я думаю, что наши жители города и района, они рады услышать, что проблем с благоустройством, с трудоустройством в нашем городе нет. Я еще раз напоминаю, что в передаче принимала участие замдиректора по вопросам трудоустройства Масина Елена Алексеевна. Большое спасибо, до свидания, до следующей встречи во вторник.